миссии среди тюркских народов в целом, дорогие братья и сестры, мы перейдем уже конкретно к татарскому народу. И открыть эту докладную часть я приглашаю известного православного татарского проповедника Садура Давида Амира Владимировича. Он сын известного исламского проповедника Валиахмета Садура. Наш брат поделится с нами особенностями и проблемами выцерковления российских мусульман. Уважаемый Давид Амир, просим вас приходить. Спасибо большое. И сам Иисус, Фадырный Ислам, ваше священство, дорогие отцы, братья и сестры. Тема, о которой я касаюсь, достаточно деликатная и требует соответствующего к ней отношения, поскольку, как известно, в исламе, мягко говоря, не приветствуется принятие представителем ислама какой бы то ни было другой веры. И тем не менее, когда человек увидел нечто более глубокое, важное и серьезное в христианской вере, человек-мусульманин, то, конечно же, никто ему не будет в этом препятствовать. Я много общался мой собственный путь свидетельствует этому, поскольку, будучи выросшим в мусульманской семье, но внутри русской культуры, внутри русской литературы, которая насквозь пронизана православием, я не мог не быть очарованным личностью Христа, и не ответить на его призыв. И я многократно сталкивался с тем, что жители, многие, не только тюркоязычные, но и, скажем, и представители дагестанских народов часто украдкой заходят в православный храм, ощущая Божью благодать, ощущая то, чего нет в православии. Даже слышал, что многие, знал людей, которые приходили на исповедь и пытались исповедоваться, хотя, конечно, будучи некрещенными, потому что также таинства исповеди в исламе традиционном нет. Есть некоторое подобие этого в суфизме, но это опять-таки некоторое подобие. И в связи с этим необходимо и очень важно иметь некоторую систему для того, чтобы человек из тюркоязычных народов, традиционно представляющих исламское вероисповедание, смог войти внутрь православной церкви. Здесь существуют как препятствия, так и некоторые положительные моменты. Скажем, один из первых положительных моментов: все мусульмане, среди мусульман практически нет неверующих. Даже если человек не знает основ своей веры, он не будет отрицать Всевышнего над собой. Если же человек научен основам веры, то обычно он знает историю мира от его сотворения, Адама и Евы, Адама и Хаввы, Великого потопа, Моисея, Мусы, Давида, Дауда, пророков, Иоанна Крестителя, Юханна, Марии, Марьям, о чем уже говорилось сейчас, и самого Христа, Иисуса Масиха. Однако, как мы знаем, ислам знает Христа лишь как чудотворца и аскета, хотя Коран пишет и о непорочном зачатии, и о том, что Христос является не просто словом Калиматуллах, но и Духом Всевышним, Рухуллах. Это несомненный плюс для того, чтобы человеку из мусульманской уммы принять Христа как своего Спасителя. Я бы здесь сравнил, поэтому для мусульман принятие христианства подобно тому, что было и у иудеев апостольских времен. Они знали Писание, закон, некоторое подобие, так скажем. Они знали Писание, закон и пророков, с тем лишь различием, что иудеи ожидали и ожидают Машиаха, помазанника, то есть Христа. Греческое Христос, Машиах еврейское. А большинство мусульман нет. У мусульман есть некоторое подобие Машиаха, это Махди, но это более распространено среди шиитского ислама, а не традиционно суннитского, и уж тем более не среди такого нового направления, как салафиты, очень широко распространенного. Поэтому мусульмане
мусульманам не нужно говорить о Боге, если мусульмане знают Бога, знают Творца, знают о судном дне, знают о дне воскресения. Им лишь нужно разъяснить основы христианской веры и дать возможность принять Христа как Бога и Спасителя. С этим достаточно большая проблема, так как, скажем, одна из известнейших молитв, известнейших сур Корана, «Кул Аллаху ахад», как бы утверждающая единство Бога, является прямой полемикой с христианским тринитарным учением, как бы утверждая единство Бога и о том, что никого не следует предавать ему в сотоварищи. Вот. Здесь нужно быть деликатным, и можно, скажем, в начале христианского пути такого человека говорить о Христе как о Слове Божьем и о Духе Божьем, поскольку это утверждение является каноническим. Российским мусульманам, как я уже сказал на своем примере, легче и проще принять Христа, так как большинство из них выросло внутри русской культуры, имеющей глубоко христианские корни. И тем не менее, они, как и многие другие мусульмане, сталкиваются с множеством проблем. Многовековая конфронтация христианского и мусульманского мира проложила глубокую пропасть между религиями народов и их исповедующих. И это несмотря на то, что и христианство, и ислам – религии одного древа, авраамитского. Поэтому для многих мусульман христианство является чуждой враждебной религией. Мало того, канонический Иса и евангельский Иисус как бы две разные личности. Для большинства мусульман их Иса будет отличаться от иконографического Иисуса, тем более, что ислам категорически отрицает всякое изображение и иконографию. И это потому, что, хотя бы потому, что суннитский ислам отрицает саму возможность изображения человека, и все же первый шаг в христианстве – встреча с евангельским Христом. Здесь несомненную помощь может оказать и переводы Евангелий, как переводы со времен Николая Ильминского и Макария Глухарева, который служил первую литургию на татарском языке, митрополита Макария Глухарева, так и работает Институт перевода Библии и другие переводы. Здесь могли бы помочь, скажем, моей бабушке для того, чтобы принять Христа, очень помог фильм «Иса», экранизация Евангелия от Луки с очень хорошим переводом на татарский, которая позволила глубоко и всесторонне прикоснуться к личности Спасителя. Вторая проблема соотнесения ислама и христианства – библейская история. Каноническая история спасения как бы статична. Всевышний посылает сынам Израиля пророков, как бы в одном статусе, сура 46, 6, 7. В то время как библейская история, например, сура 43, 6, 7, в целом, Коран пронизан этим пафосом. В то время как библейская история развития взаимоотношений Бога и народа Божьего. Кроме того, мусульманское богословие развило трактовку библейских мессианских пророчеств таким образом, что считается, будто бы все мессианские пророчества о Христе и некоторые евангельские пророчества о сошествии Святого Духа якобы предрекают приход Мухаммада. Есть целые книги и на арабском, и переведенные на русском на эту тему, если кто-то с ними не знакомился. И понятно, что они совершенно не выдерживают критики с точки зрения нормальной библеистики. И тем не менее, для мусульман это некоторый источник, на который они вполне опираются. Здесь понятно, что нужно быть деликатным и знать и сам текст Корана, и по возможности те тексты, которые читают сами мусульмане. И, собственно, вопрос участия бывших мусульман в православном богослужении. Как здесь уже неоднократно говорилось, для многих проблема языка, но для многих мусульман само вхождение внутрь православного храма подвиг. Это как бы для большинства мусульман харам, запретное место, поскольку это чуждая религия, чуждая идеология, нечто чуждое и априори враждебное. Пространство храма как бы табуировано для мусульман. И все, что связано с храмом,
отталкивает, удерживает от вхождения в храм. Вот, поэтому, конечно, здесь важнейшую роль был бы язык богослужения. Возможно, некоторые традиционные, некоторые традиции. Ну, скажем, вот я видел в храме в Казани, в храме Тихвинской иконы Божьей Матери, там некоторые иконы, ну, во-первых, сам Христос монголоид немножко, да? Ну, как мы знаем, что эфиопы изображают Христа как негра, японцы как монголоида, да? А здесь вот тоже такое изображение, которое более близко сознанию. То есть это не стилизация, это что-то происходящее изнутри, поскольку люди стремятся узнать Христа изнутри своего собственного естества. И плюс, возможно, надписи. Вот здесь много шамаилей на татарском языке с символикой креста и корабля спасения и многих других. То есть, возможно, такого рода вещи облегчили бы вхождение в храм, ну и тем более, конечно же, татарская речь и татарская тюркская речь, да, тоже могла бы в этом помочь. Многовековая конфронтация христианского и мусульманского мира проложила глубокую пропасть между религиями народов их исповедующих. Так, сейчас, простите. Мирянин или священник, к которому мусульман обратился с просьбой рассказать ему о христианстве, должен делать это крайне деликатно. То есть нужно уметь понимать, где есть первостепенные вещи, где второстепенные. Ну, скажем, для большинства мусульман образ и все, что связано с иконой, это тоже харам. Это, та вещь, к которой человек должен привыкать постепенно. Ну, скажу это на своем опыте, поскольку мне лет 5 или 7 понадобилось для того, чтобы, приобрести вот то необходимое благоговение к образу иконы и, более того, узнавать и читать икону, да, и видеть в ней то окно в мир духовный, да, о котором говорили святые. Вот. Поэтому нужно, если рассказывать о вере, начинать не с внешних форм, а с того, что внутри. Первое – это личности Христа, вот, как Бога человека и Спасителя, и личного Спасителя человека, а не вещей не первостепенных в этом смысле. Важных, но не первостепенных. Важно также стараться не оскорблять религиозных чувств мусульман, даже если они ошибочные. Для них это святыня, попирать которые означает оскорбление самого человека. Ну, скажем, именование мусульман заблудшими не только неэтично, но и оскорбительно. Если бы смягчить эту формулировку, думаю, многим мусульманам облегчило бы путь в церковь. Ну, скажем, почему бы не назвать молебны, которые проходят здесь, и которые очень важны, что они на родном языке тюрок. Молебны об обретении истинной веры, да, а не той формулировке, которая не есть. Что вполне совпадало бы с тем, как называл православную веру Николай Ленинский. Он ее именовал Щенбин, истинная вера. Ну и, конечно же, богослужение на родных языках, как уже многократно здесь говорилось, и других народов, возможность оставлять в крещении имена, данные при рождении, также сняли бы дополнительные препоны во вхождении представителей мусульманских народов в церковь. Ну, действительно, я в крещении Давид, по паспорту Амир, вот, и для родителей было, конечно, обидно и оскорбительно то, что я принял новое имя, и приходилось очень много преодолевать трудности, которых, возможно, можно было бы не преодолевать. Впрочем, не знаю, это требует соборного решения и продуманности. В целом это могло бы помочь. Еще один момент, тоже, что касается, может быть, менталитета. Время, да, уже? Еще один момент, может быть, касающийся менталитета. Дело в том, что он уже просто касается образа самого ислама. Дело в том, что многие представители мусульманских народов, стереотипы восприятия мусульманина таков, что это многоженец, да, это человек,
который, ну, такой деспот в семье, да, женщины, ну, как бы несколько, как бы на втором или на третьем плане. Вот, это клановая, ну, как бы, жизнь, да, где глава клана определяет все происходящее. Вот. И некоторые другие стереотипы, ну, как бы это, ну, как бы для правильного понимания человека, ну, скажем, Востока, это не связано с исламом как таковым. Скажем, если мы возьмем христиан, армян или грузин Кавказа, осетин, то, ну, в принципе, как бы образы поведения, жизни, быта у них вполне такие же, как и у мусульман Кавказа, народов Дагестана, народов, как бы, чечен, ингушей. Здесь дело не в этом, это просто восточный менталитет. Более того, ну, как бы, если мы почитаем «Домострой», скажем, одну из ну, как бы, вот, книг об устроении жизни семьи христианина, то мы увидим много похожего. Дело в том, что и в Европе, и в России дореволюционной много типов взаимоотношений в семье, в обществе, среди старших и младших, среди, вот, они были очень похожи. Просто, ну, как бы в связи с событиями революции в России и ранее происшедшими событиями в Европе, это было утеряно. Вот. И в целом, подводя итог, ну, вот этому краткому сообщению, которое можно было бы расширить, хочется сказать, что необходима ну, некоторая подготовка. Если мы хотели бы помочь людям из тюрок, вот, из бывших мусульманских народов, помочь войти в церковь, принимать Христа, необходимо учитывать множество нюансов, как вероучение ислама, так и особенности того или иного народа, поскольку в каждом народе есть некоторые свои особенности, стереотипы мышления и отношения к религии, вот, с которыми, если не считаться, если их жестко как-то направлять в некоторое русло, то мы не дадим возможности человеку принять Христа как Господа и Спасителя. Для этого необходимо, ну не знаю, возможно некоторые курсы, возможно даже какая-то школа для подготовки, ну, вот такого рода миссионеров. Какая, скажем, была в Казани до революции, было целое миссионерское общество, так называемое противомагометанское. Тоже слово мне не очень нравится, лучше бы сказать что-нибудь захристианское, ну бог с ним. Во всяком случае, ну, как бы такая работа происходила и многопланово, и разносторонне. Вот. И мне кажется, ну, такую работу проводить необходимо и в наше время. Спасибо за внимание. Ура!